Открывая встречу, спикер парламента напомнил, что проект реконструкции набережной реализуется при поддержке президента республики и российских регионов. Он подчеркнул значимость исторических объектов, обнаруженных в ходе работ. Обсуждался этот вопрос на совещании. Было принято решение сегодня провести такие слушания, которые будут посвящены ответам на вопрос, какая дальнейшая судьба этого процесса. Мы думаем, что выслушаем ваше мнение, но думаем, что в некоторых странах есть один камешек, что называется, вокруг которого вводят экскурсии, привозят туристов. В нашем случае это очень большая история, история античности. Даже на сегодняшний день, за короткий период времени, мы знаем, что много артефактов найдено. И сегодняшняя встреча связана с тем, какой выход найти нам совместно, с тем, чтобы и сохранить нашу историю, и в то же время с тем, чтобы мы смогли облагородить нашу набережную. Олег Габелия, кандидат исторических наук, отметил, что не все памятники были полностью исследованы в 50-е годы прошлого столетия. Сейчас было вскрыто 3 крепостных сооружения. Есть такие слои, которые не были тронуты археологами. Перекрывать набережные невозможно. Это наша абсолютно без набережной, эта часть Сухума, историческая часть Сухума, это мы не представляем. Хотя эта часть набережной входит на территорию историко-архитектурного заповедника Сухумская крепость. Это вы отмечали о том, что мы благодарны за это. Было принято такое решение об организации музея открытого неба, под открытым небом. На самом деле, за эти 2 года сделана очень большая работа, поддержка, я понимаю, правительства и усилиям молодого директора. И в данном случае мы работаем на одном участке. Это примерно 50 метров, меньше, чем 50 метров. Но очень интересный артефакт. Нам удалось 2 башни вскрыть, и проводим там исследования. За то время, что проводились раскопки, появилось огромное количество мнений о внешнем виде набережной, что говорит о вовлеченности населения. Айнар Иналыпа, директор Государственного историко-археологического музея-заповедника Сухумская крепость, отметил, что помимо важности визуальной части необходимо определиться и с другими вещами, например, с предстоящим объемом археологических раскопок. Научный интерес представляет весь кусок этой набережной, а не только тот, который сейчас вновь вскрылся. Мы знаем, что, конечно, рано или поздно весь этот кусок набережной будет так или иначе исследован. Более того, создание заповедника под открытым небом подразумевало под собой именно это, то есть сделать из Сухумской крепости объект не дотационный, а способный финансировать раскопки на собственной территории. Помимо визуального решения, нам очень нужно понять, с каким объемом работ мы должны вообще столкнуться. Да. Если честно, вся часть от кафе «Пингвин» до МЧС и в сторону турецкой стены, в сторону улицы Кугония, то есть это получается северная стена, вся эта часть представляет, весь этот квадрат представляет собой безумный научный, археологический, исторический интерес. Спикер парламента поблагодарил всех, кто принимает участие в реконструкции набережной. С учетом значимости этого проекта, спикер Лаша Ашуба, его заместитель Астамур Аршба и депутат Дмитрий Маршаня приняли решение направить 2 миллиона рублей из квот, выделенных на работы из избирательных округов, на продолжение раскопок. Мы знаем, что администрация эту тему поддерживает. Конечно, им тоже сложно, потому что им нужно выработать такое решение, которое будет устраивать всех и в то же время обеспечить, чтобы на набережной и в этой части была зона, по которой могут проходить наши пешеходы и наши туристы. Мы думали, чем мы можем оказать содействие. Я думаю, что и с депутатами отчасти делились, но не со всеми. Тоже каждый может принять решение. Мы приняли решение в рамках нашей квоты, которые выделены в государственном бюджете на определенные строительные работы в наших округах. От 3 выделить 2 миллиона рублей
да, будем просить об этом правительство на продолжение вами работ по раскопкам. Ну, определите формат, и мы эти деньги, соответственно, с соответствующей документацией туда введем. Спикер отметил необходимость более глубокого анализа и тесного сотрудничества всех сторон, участвующих в реконструкции набережной. Также была подчеркнута необходимость поиска баланса между благоустройством набережной и сохранением исторических находок. Аэлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение.